Сейчас предлагаю вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии на сегодня, 26 октября. Пожалуйста. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике по новой коронавирусной инфекции остается стабильно напряженной. За последние сутки по новой методике, которую определило Управление Роспотребнадзора, и по данным Роспотребнадзора выявлено 176 новых случаев коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 94 случая. Большое количество случаев, от 10 до 7, выявлено в Нюрбинском, Мирнинских районах. Необходимо обратить внимание на то, что в таких районах, как Усть-Алданский и Алекминский, имеет место быть также групповое выявление случаев. И также не в каждом практически районе из республики выявлено от 5 до 1 случая. И все контакты лиц, которые контактировали, являются ближним кругом лиц, а также все заболевшие находятся на контроле Роспотребнадзоров и, соответственно, учреждений здравоохранения республики. За последние сутки у нас, к сожалению, 2 летальных исхода на территории республики. И, соответственно, в течение последних суток наши лаборатории провели 4292 анализа. Мы знаем, что одной из проблем, которая стояла на прошлой неделе, была поставлена главой республики к разрешению, это большое количество анализов и длительный срок его ожидания. В субботу-воскресенье выходили работать на круглые сутки все лаборатории Республики Саха-Якутия. За это я хочу поблагодарить медиков, которые непосредственно работали в своих лабораториях и, соответственно, дали возможность уже сегодня в разы значительно снизить то количество тестов, которые у нас находились в наших центральных лабораториях республики. В целом республика вышла за пределы уже 601 случай, 450 тестов. И вообще сама по себе оценка республики через тестирование говорит и о быстром тестировании, быстром выявлении и, соответственно, быстром начале лечения наших больных. На что бы хотела сегодня я обратить внимание, это на то, что все-таки в наших больницах сегодня по тем уровням, которые они сложены, на поликлиническом звене у нас лечатся больные с коронавирусной инфекцией легких форм. На звене непосредственно республиканской, Якутской городской клинической больницы и на звене непосредственно Национального центра медицины и республиканской больницы номер 3 проходит лечение у нас уже больные с тяжелой формой. На настоящий момент, к сожалению, достаточно большое количество больных с тяжелой формой. Их категории остаются такими же, как и на протяжении последних 2 недель. Это лица старше 65 лет и лица, которые имеют хронические заболевания. Ну и, соответственно, сложившаяся уже сегодня система, по нашему мнению, построения от диагностики до реабилитации в республике является действенной. Еще раз хочу обратить внимание в целом на систему здравоохранения в области профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции, сложенной в нашей республике. Вначале происходит непосредственно профилактическая работа, которую проводят как учреждения здравоохранения, так и Роспотребнадзор и органы местного самоуправления. В последующем при выявлении больных, при выявлении зараженных начинают работать диагностические службы, которые есть во всех первичных наших медицинских учреждениях. Это поликлиническое звено. Поликлиническое звено несет на себя двойную нагрузку. Оно распределяет граждан в зависимости от степени и тяжести заболевания и оставляет часть на лечение у себя как амбулаторных, так и на звене коронавирусной 1 и 2 степени. Республиканские же наши республиканские учреждения работают с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции и на связи с телемедицинскими консультациями с известными федеральными клиниками. И, соответственно, в Абылахе и на базе Чебдика у нас сегодня уже запущены и работают реабилитационные центры постковидной инфекции. Такая система достаточно четко и слаженно отработана на территории Республики Саха-Якутия.
Необходимо обратить внимание, что также, так как мы находимся на эпидпороге, в эпидсезон мы находимся по ОРВИ и по гриппу, в наших инфекционных стационарах выделены больничные койки для заболеваний с этими инфекционными заболеваниями. Ну, еще раз, как всегда, здоровье на начале этой недели. Хотелось бы, чтобы эта неделя, благодаря нашим с вами усилиям и соблюдением всех правил, дала нам снижение выявления заболеваний и здоровья тем, кто лечится. Спасибо большое. Это был традиционный брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в республике. Также в Якутске оперштаб проверил 22 развлекательных заведения на соблюдение мер против COVID-19. В 6 объектах выявлены нарушения требований. Это ресторан Number One, бары Туман, Микс-бар, Умет, Пивовар, бар Убати. Составлены акты